Значит, обозримая история не только Ингушетии, но и всей России, да, во всей обозримой истории был единственно один политик, руководитель, чиновник, который, значит, высказывался и делал, что он говорил в меру своих сил, в поддержку заслуженных, способных людей. Не только в Ингушетии, но и в России, от края до края, во всей обозримой истории. Один человек был, это Мурат Зязиков, это бывший президент республики. Вот я помню его выступление, когда он говорил, он очень много говорил правильных, умных вещей, да и делал многое. Вот он сказал, заслуженных людей, то есть это выдающиеся, это люди, приносившие пользу народу республики. Это есть заслуженные люди, да, это не простые люди, а заслуженные. Вот он говорил, таких людей нужно уважать при жизни, поддерживать, поощрять, награждать. Машины, квартиры, ахчи. Я это буду повторять, пока я буду вести эти передачи. Я понимаю, что плохим людям это не нравится. Плохим людям это строго плохим. Хорошие люди это полностью поддерживают. А плохим людям не нравится, это поэтому они на слабо хотят взять меня. Давай чистый материал, гони яхада. А честные люди говорят, об этом в первую очередь надо говорить. Общество И вот Мурат Зязиков это говорил, что заслуженных людей обязательно нужно поддерживать при жизни. Потому что когда они умрут, им это, ну вот дальше считайте, нецензурное слово не нужно. Не нужно. До японской матери им это не нужно. Умершему человеку то, что там вы табличку повесите, какой-то памятник вы там каменный поставите и своруете оттуда деньги из бюджета. Это не нужно умершим, понимаете? Мои коллеги, вот они вот были в Магасе, они также умирали в нищете, они много мне плакали. Ты хоть не сдавайся, Яхаш, они нас забили, охуца. Они нас, вот это общество нас забило, и мы прожили мучительную жизнь. Магомед, до последнего не сдавайся. Не поддавайся ни власти нашей, ни народу. Вы всегда хотите разделить власть и народ. Не зная, что это люди из ваших тейпов. Так не бывает. Нельзя же говорят, какой народ, такая власть. Не просто. Я же говорю, 3%. А сейчас вообще 0,1%. 3% это один месяц был, и все. Вот это реальность. И вот Мурат это говорил, да и это единственное. И делал, сколько он мог. И ордена раздавал, и квартиры, там, и деньги давал. Сколько он это ЧП выбил, это милицейские, сколько нищетой своей расстались, дома, машины понастроили, да, науку он пытался поднять. Это единственная глава республики во всей обозримой истории, кроме Идрис Зязиков, вот тоже это, ну его Нонха, да, вот при нем это 24, 25, 26, вот он тогда пытался науку, образование поднять, потому что это основа развития. Вот единственное он делал, при нем это было, да, это война шла тогда, на улице война была, очень тяжелое время ему досталось, да. Но вот это единственный человек, высокопоставленный, который лицом поворачивался к заслуженным людям, меру своих возможностей. Я сейчас знаю, здесь начнут эти горлопаны. Честно говоря, я Мурата Зязикова в глаза не видел, хотя я при нем работал, я его не видел. Я просто всех оцениваю адекватно, да, объективно оцениваю. Но Ханватска не было у нас, больше руководителей, не было. Были Чапаевы, были вот эти туда-сюда, все хорошие люди были, Мурат Масалвацер, да, не было. Конечно, было бы лучше, если бы еще лучше было бы. Это не надо детством заниматься. Вот он это говорил и делал, и больше абсолютно никто.